Коммунизм — это безвозмездный труд свободно объединившихся людей. Вот в чем состояла идея. Если вы найдете соответствующее место в «Капитале», то у Маркса сказано следующее, что в основе коммунизма или коммунистического общества лежит общественная собственность. Что это такое? Это не заводы, фабрики, о которых вы говорите, которые отдали во власть трудящимся земли крестьянам, фабрики рабочим. Это большевики сделали. Они перевернули идею с точностью да наоборот. Почему? Потому что в «Капитале» сказано, общественная собственность в этом обществе — это такая собственность, пользование которой не ведет к ее убыванию. А теперь подумайте, если я использую землю, она убывает в плодородии? Если я использую станки на заводах, они ломаются? Значит, это уже по определению не может быть общественной собственностью. Что же это за собственность, если я ею пользуюсь, она только от этого выигрывает? Это информация. Коммунизм — это интернет. И когда несколько лет назад, ну не несколько, побольше, Джимми Уэллс, отличник, поклонник философии Аренд, анархист по взглядам, фанат компьютерных игр, придумал такую штуку, как Википедия, Джимми Уэллс, он не представлял себе, что это станет ресурсом, который сегодня объединит порядка нескольких миллионов статей. И когда его спросили, в чем цель Википедии, он сказал, ни в чем, она просто забавна. Вот Джимми Уэллс, на мой взгляд, можно найти другие примеры. Так же, как Александр Генис, который уехал из Советского Союза по одной причине. Ему не давали работать дома. Его заставляли ходить на работу. А он человек творческий. Вы найдете в интернете его блестящие эссе, блестящую публицистику, которая касается литературы, питания, напитков, как, скажем, Петр Вайль, который вел программу «Гений места». И вот эти люди, которые, как Уэллс, безвозмездно делают что-то и просто так играют в интернет, они и осуществляют вот это коммунистическое действие. Был известный философ Николай Бердяев. Наверное, вы слышали это имя по курсу философии. И он много писал о человеке, о творчестве и так далее, и так далее. И в одной из своих работ, когда он говорил о базовых основаниях человека, потому что наша тема сегодня — личность, гражданское общество, и он говорил о человеке. Это есть на 2-3 страницах, но если закодировать это в определенную энигму, я ее сейчас нарисую, получится буквально следующее. В чем состоит энигма? Симметрия, да? Уникальная вещь. Вот это вот, все просто. Это первые буквы слов, которые вы все знаете, они легкие, абсолютно не составит труда сейчас разгадать и назвать этих 7 слов, тем более, что это одно и то же слово. Остальное все разное. Вот это матрица каждого из вас. Вы будете решать сценарий это в своей жизни. Но нужно отгадать. У каждого будут свои варианты, их десятки здесь. Но вы неизбежно с этим столкнетесь. Будете вы запихивать этот конфликт в себя или выводить наружу, но вы неизбежно к этому придете. Масса вариантов, у каждого свой. Как Бродский говорил, индивидуальность. Да? Мы часто используем это слово. Что такое индивидуальность? У Бродского потрясающее есть поэтическое выражение. Лица не общее выражение. Это индивидуальность. И у каждого из вас будет свое индивидуальное решение вот этой вот матрицы. Кто-нибудь назовет слова? Есть идеи какие-то? Какое слово хотя бы здесь есть? На букву «С» что вам приходит? Счастье, свобода. Хорошо, хорошо, хорошо. У меня есть, кстати, тема по философии. Химикам, физикам я читаю «Человек в контексте 10 С». 10 проблем фундаментальных о человеке, которые так или иначе мы решаем. Там есть страх, там есть судьба, там есть свобода, там есть счастье. Да, там все может. Так вот, это действительно свобода. Как вы думаете, что является противоположностью свободы? Совершенно верно. Вот вы и отгадали.
Каждый человек стремится, хочет к свободе. Он мечтает о ней, он ее реально достигает, даже не осознавая, но его тяготит. Он зажат двумя формами рабства. И дальше возникает вопрос, что является символом одного рабства? Подсказку даю. Рабство у природы, рабство у общества. А в этом человек свободен. Давайте со свободы начнем. Ну, девушки в авангарде, смотрите. Любовь. Совершенно верно, любовь. Любовь есть проявление человеческой свободы. Вас никто не заставляет любить. И вы не можете объяснить. Совершенно глупый вопрос, скажи, за что ты меня любишь. За что-то можно уважать. Но для Канта это было важнее. Когда он говорил, две потребности есть у человека, чтобы его любили и чтобы его уважали. Какая сильнее? Потребность в уважении. Почему? Потому что это зависит от меня. Если кто-то меня любит, это от меня не зависит, он может меня завтра разлюбить. Но если у меня есть те качества, за которые меня можно уважать, это зависит только от меня, наработал я их или нет, и буду ли я уважаем другими. Он ставит потребность в уважении больше. Неделю назад девочка на семинаре сказала потрясающую вещь. Мы рассматривали тему героизма, и я приводил слова Галилея. Несчастна та страна, которая нуждается в героях. Хотя Андрея ему возражал, несчастна та страна, в которой нет героев. И мы говорили о Казахстане. Есть ли у нас герои и нужны ли они вообще? И когда мы вышли на тему подвига, я спросил, она мне сказала, что молодой человек, бойфренд, должен делать подвиги. Я спросил, назовите мне хотя бы один из примеров подвига, как вы себе представляете, что парень должен сделать подвиг. И знаете, что она сказала? Ну, первый подвиг говорит, что он должен уважать девушку. Я был в шоке, понимаете? Если уважение к девушке, это уже считается подвигом. Но неважно. Смотрите. Любовь, вы сказали, да. Любовь. А второе проявление свободы? Ну? Личность. Совершенно верно. Личность — это проявление человеческой свободы. Это интересует вас? Ну давайте. Вот смотрите, даже вот так вот я иногда рисую. То есть свобода. Проявлением свободы является твоя любовь. Проявлением рабства является 2С. Рабство у природы что? Ну, в любви человек свободен. А в чем он является рабом своей природы? Ну что так робко-то, а? Это секс, конечно. Бердяев говорит это слово, да. Секс, пол. Вы же половинки. Что значит, мы говорим, человек — существо половое? Это означает, что оно половинчатое. Вот и все. И почему человек испытывает депрессию, дискомфорт и все другие формы, которые идут по разряду там, anxiety, депрессии и так далее, и так далее. Потому что нет восполненности, он ищет вторую половину. Механическое соединение не дает. Механическое соединение на самом деле приносит, это Бердяев тоже говорит, кстати, приносит разочарование и разъединение. Простой секс физиологически, он заканчивается разъединением. А то, что разъединяет, говорит Бердяев, называется словом разврат. И есть психологические признаки того, что ты можешь заниматься развратом. С любовью это не связано. Смотрите дальше. Секс, рабство у природы наш. Наша природа такова, да, мы тянемся, мы стремимся к противоположному полу и так далее, и так далее. И это отдельная тема, философия пола. А здесь рабство общества какое? Слава? Ну, свобода уже есть. Общество заинтересовано, чтобы люди жили. В чем? Ячейка общества, что? Совершенно верно. Понимаете, возможно, да, слово такое скажет, я иду в рабство семьи. Хотя у Канта, у того же, да, которого упомянули, до сих пор, практически 200 лет прошло, является потрясающее определение брака. Если я вам его сейчас назову дословно, вас никто не захочет туда. Сказать? Но с юридической и логической точки зрения это вот топ того, что можно было сказать. И это точно по сути. Так вот, смотрите, Кант пишет, брак
Это контракт на право пожизненного пользования половыми возможностями другого. Когда ты услышишь эти слова пожизненного пользования, тебе становится страшно. Но в то время, это сейчас, да, легко, там сошлись, разбежались там, и так далее. Сейчас ужасная картина социологическая, там, все это вы знаете, лучше об этом ужасном не говорить. Но тем не менее. Значит, и он использует слово «рабство», хотя это, наверное, необходимость, зависимость и так далее. Тут помягче, эвфемизмы такие, а он резко, да, говорит, что вот секс, рабство и семья. Но тем не менее, посмотрите, это же по сути правильно. И когда я говорю о том, что у каждого будет свой сценарий, это и будет так. Естественно, вы мечтаете о большой светлой, да? Но вам же придется решать вот эту проблему, как они связаны, как они противоречат. Почему Фрейд сказал, там, где есть секс, там нет любви, там, где есть любовь, там нет страсти? По молодости это незаметно, и вроде кажется, все это окрашено в одни и те же эйфории, эффект присутствия, розовая оптика чувств и так далее, и так далее. Но это да, но как ее отличить от влюбленности? И это проблема, что здесь происходит. Личность и семья. Невозможно осуждать людей, я знаю многих таких, у которых есть катастрофический талант в чем-то, художественный, изобретательский, но у него 3 детей. Ему нет времени и возможности над этим думать, но он же зарабатывает на эту семью. Ну, я бы определил так, что гражданин — это проекция личности в социум. То есть не может быть граждан, если нет личности. И, понимаете, определение миллион, но я их не очень люблю, потому что иногда вот есть в философии такой способ дать определение, чтобы понять суть и смысл. И вы, я думаю, если наберете там, неважно, в Гугле или еще где-то гражданское общество, у вас там будут миллион наукообразных определений, но вот если вы спросите, что такое негражданское общество, ответить легче. Негражданское общество — это когда от меня ничего не зависит. Вот эта ситуация негражданского общества. Но дело в том, что если мы говорим о гражданском обществе, где есть граждане, то они изначально являются личностями. А что такое личность? Ее опора является, на мой взгляд, 4С. Опора, четырехугольник. И, кстати, во многих культурах, религиях 4 ценности. Я чуть позже, если позволит там время, 5 минут, я вам нарисую самую древнюю схему, которая была в этих понятиях ведических. И вы поймете, как часто люди переворачивают, и у них возникает очень много проблем. Но если у человека прояснено сознание, нужно идти не отсюда. Так вот, смотрите. Первое «С» — это свобода. Опять же, миллион определений. Что такое свобода? Бытие на основе выбора. Я определяю так. Бытие на основе выбора. Если я не выбираю, я не свободен. Знаете, в армии нет свободы. Там все по уставу. А нравственность возможна только в условиях свободы. Какая может быть нравственность в армии? Да? По уставу. Свобода, бытие на основе выбора. Сознание. Миллион определений, опять же. Можно определить так. Актуализация возможного. Но не путайте с разумом и интеллектом. Почему-то все его считают этическим. Это понятие совесть. Но я его использую не в этическом смысле, потому что большинство людей, словарей и учебников считают, что совесть — это та инстанция у нас здесь или там здесь, не знаю как, вот, которая позволяет отличать добро от зла, да? Плохое от хорошего. Если говорят, у тебя нет совести, то есть ты несправедлив или еще что-то. Но в данном случае совесть используется в другом смысле, философском. Совесть — это орган смысла. Проще говоря, совесть у каждого из вас, с философской точки зрения, это орган, который позволяет в чем-то находить смысл. И что еще важнее для меня, например, когда молодой человек или не молодой, это не важно, он отказывается от того, чтобы участвовать в бессмыслице. И, наконец, самоактуализация. Базовая потребность по Маслоу. На этом строится многое в психологии и социологии. И если говорить очень просто, самоактуализация — это потребность роста. Вот смотрите, вот 4С личность. Теперь все предельно просто. Идея, которая, может быть, вызовет у вас интересные соображения,
хотя сегодня мы с вами эту идею не решим. Смотрите, 18 век. Исторически, потому что всегда исторические параллели и, так сказать, ракурсы, экскурсы, они полезны. Именно там появляется идея гражданского общества, вот я так обозначу, как идеал. В чем суть в то время? Ну, вы знаете по школьной даже истории там, и так далее, что это эпоха просвещения. Да? Вольтер, Руссо, многие идеи гражданского общества, все там формировалось. Идея автономизации, то есть автономности, самостоятельности. Смотрите, эпоха просвещения. Что говорит Вольтер? Что такое просвещенный разум? Вот мы говорим, у нас есть учреждения просветительские, да? Что тебя там напичкивают какими-то знаниями. Хорошо это, правильно ли, вот девушка говорила, а меня учат казахскому языку так, а по-другому так, а другие говорят, нет, неправильно, надо по-другому учить и так далее. Вот это просветительские. Но суть идеи не в этом. Вольтер говорит, что такое просвещенный человек и просвещенный разум? Это способность мыслить самостоятельно, без ориентации на авторитет. Понимаете? Только этот человек может считать себя просвещенным, самостоятельно мыслящий. Но в то время, конечно, был авторитет религии и церкви. Но есть политические авторитеты, есть самые разные другие. И если человек подчиняется ему и все повторяет, и у него нет сомнения, нет критического мышления, это не есть просвещенный разум. Так вот, смотрите, это если очень кратко. Надежда была очень большая, что, ребята, появятся свободно мыслящие индивиды с самостоятельным критическим мышлением. И все, прогресс не за горами. Все просветители об этом говорили. Что происходит в XIX веке? Нет, этого не произошло. Гражданское общество не расцвело, а возникло массовое общество. Массовое общество в середине XIX века. А главная идея массового общества уже не автономность. Это атомизация. Атомизация. Здесь же появляется массовая культура. Ценность гражданского общества в чем? Что люди самостоятельно мыслят и предлагают какие-то идеи. Главным здесь, даже я сотру это, творчество. Здесь потребление. Это схематично, если говорить. То есть массовое общество — это потребительское общество. Идея свободной самостоятельной личности не нужна при атомизации. Главное — потреблять. И тогда происходят самые простые подмены, которые мы сегодня видим с вами. Например, чувства превращаются в эмоции. Что делает массовая культура? Индустрия развлечений, entertainment. Вы же смотрите хотя бы раз, и я смотрю, и я считаю, что это нормально, должно существовать, потому что если человек пришел и взял попкорн, и кока-колу, и на 2 часа, и визуально он что-то там, но это воздействие на эмоции, это эмоциональная разрядка. Так надо так и называть, что здесь воздействие на эмоции, но не на чувства. Радость меняется в удовольствие, любовь переходит в секс и так далее. И тогда возникает феномен, о котором Маркузе сказал очень хорошо. One-dimensional man – одномерный человек. Человек ориентирован на потребление. Живые чувства подменяются другими чувствами. Потребление легче осуществимо без чувств. С эмоциями, да. Новый друг или подруга приобретаются как предметы одежды. Духовной близости люди не ищут, потому что чувства обременяют. Они не нужны. И возникает феномен, который Чак Паланик очень хорошо назвал «одноразовые друзья». Их много, и ВКонтакте 250 или 350. Не лишне вспомнить Аристотеля: у кого есть друзья, у того нет друга. Подумайте над этим. Главная задача, мне кажется, личности, чтобы выжить, хотя это очень сложно, особенно вам, когда вы подвержены самой разной информации. Вот, это сохранить способность критического мышления, то, что требовала эпоха просвещения, и не быть объектом манипуляции.
Знаете, благо вот тот же самый интернет, который мы причислили в начале к коммунизму, к этому располагает. Поэтому, когда там, не знаю, официальные сайты вроде Tengri News говорят мне, что Стинг не приехал в Казахстан по техническим причинам, я же знаю, потому что мне несложно зайти на сайт Стинга и почитать. Даже если он 1000 раз не прав, но проблема-то, причина-то такая, да. Он, может быть, не знает, сколько получают там наши шахтеры или нефтяники, и, может быть, он идет под воздействием, так сказать, опять же, под манипуляцией Amnesty International. Я все это прекрасно отдаю этому отчет. Но должна быть какая-то правда, ее очень сложно найти.